Добрый вечер. В эфире программа «Самое время», а вместе с вами Георгий Каркузаев и Карина Тамаева. Новый просветительский проект «ИРНОМ» набирает обороты. С понедельника в эфире нашего телеканала вы будете видеть ролики о выдающихся земляках. Просветители, спортсмены, политики, деятели культуры, сотни фамилий, и каждый из них внес неоценимый вклад в историю не только республики, но и страны и всего мира. Совсем скоро вы сможете проголосовать на сайте телеканала за исторического деятеля, которого считаете достойным, или предложить свое имя Осетии. Из сотен историй судеб наши телезрители, то есть вы, смогут выбрать одну самую значимую фигуру – символ современной Осетии. Национальный символ. Достояние республики. Люди, без которых невозможно представить современную Осетию. Те, кто творил историю народа и его величие. Телеканал «Осетия Рыштон» запускает беспрецедентный проект. Бессмертные имена, выдающиеся личности. Политики, защитники Родины, люди искусства, спортсмены. Выбери свое имя Осетии. Смотри подробности на сайте Иристон ТВ и в эфире телеканала. Голосуй за того, кого считаешь достойным, или предложи свое имя Осетии, которое может занять место среди достойных. Пришло твое время творить историю. Первый профессор на Кавказе, кого изображали на марках наравне с Гагариным. Кто изобрел первую фотонаборную машину? Да, смотрите новый проект и выбирайте свое имя Осетии. Карин, ты обращала внимание на то, что в последнее время на улицах Владикавказа стало на самом деле намного меньше детей-попрошаек? Георгий, я, да, действительно замечала, и работа в этом направлении, например, еще года 3 назад, я вот вспомнила, кстати, их было заметно больше, и если это не случайность, то тогда, наверное, результат очень-очень кропотливой работы, ну, мне так кажется. Ну да, ты абсолютно права, потому что работа в этом направлении действительно проводится, и вот так буквально на днях прошло заседание межведомственной комиссии, основной темой которой было исполнение комплекса мер по борьбе с попрошайничеством и бродяжничеством, а также общие вопросы профилактики правонарушений среди детей и подростков. Ну и похоже, что эта работа, она приносит свои плоды, а если так называемых детей-попрошаек объективно становится меньше. Значит, детей либо возвращают в семьи, либо обеспечивают им другой, безопасный и достойный кров. Карин, ну, чтобы лучше понять суть этого вопроса, как в целом проводится работа, предлагаю поговорить с нашими гостями. Сегодня с нами Яна Цхавребова, начальник отдела по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия Алания, и Екатерина Княгинина, ведущий советник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Республики Северная Осетия Алания. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы рады видеть вас у нас в студии. И самое первое, самое главное, наверное, с чего нам хочется начать, мы хотим с Георгием понять, вот как на практике выглядит эта связка, то есть соцзащита, потом образование, здравоохранение и полиция, если мы все правильно понимаем. Да, расскажите нам такой подробнее. Пример, если представить, вы нашли ребенка на улице, который попрошайничает, вот как начинает работать эта цепочка? Ну, прежде всего, это вопрос межведомственного взаимодействия, которое осуществляется в соответствии с определенными документами, которые утверждены в нашей республике. Вот буквально один из таких документов мы актуализировали в этом году. Это порядок межведомственного взаимодействия, как раз что делать каждому субъекту профилактики в той или иной ситуации. Отвечая на ваш вопрос, вот если ребенка, например, выявили на улице,
Предположим, ну, как правило, это бывают наши коллеги из правоохранительных органов, да, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних. Если они выявляют такого ребенка, то они принимают меры для того, чтобы передать их законному представителю. Если все же законному представителю, родителям не удается передать ребенка, то ребенка направляют в наш Центр социальной реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце». «Доброе сердце» — это единственный социально-реабилитационный центр в нашей республике, и он республиканский. И туда круглосуточно принимаются дети со всей нашей республики. А если мы будем говорить про линию Министерства образования, то как сегодня школа может стать таким детектором неблагополучного ребенка из неблагополучной семьи, на что вообще классным руководителям или в целом работникам школ нужно в первую очередь обращать внимание? Ну, на самом деле в наших школах сейчас очень много инструментов, которые позволяют педагогам соблюдать определенные алгоритмы. Я думаю, вот Екатерина расскажет нам. Добрый вечер, да. Естественно, как вы уже отметили, школа является важным компонентом, да, в выявлении детей группы риска. У нас педагоги ведут учет детей группы риска. Педагоги, именно педагоги находятся в тесном контакте с детьми, которые могут заметить изменения в поведении, в настроении и обратить на это внимание и обратиться к соответствующим специалистам. У нас сейчас в школах, во всех практических школах работают психологи, вот, и дальше уже по ступенькам дальше. А часто ли вот бывают, правда, такие случаи, когда из школы позвонили и сказали, что вот с этим ребенком что-то не так, ему нужна помощь или... Ну, бывает, это у нас очень редкие случаи, которые прям доходят до министерства, но бывает в основном пытаются решить, ну, решаются вопросы в образовательной организации. Яна, а если вот такой тоже пронаблюдать за динамикой изменения, да? Мы с Георгом сказали, что да, 3 года назад их было больше, сейчас меньше. А вы тоже замечаете вот эту разницу? Ну, если не 3 года назад, хорошо, допустим, год назад и сейчас. Ну, я как житель Владикавказа, конечно, это замечаю. У нас же в основном места скопления вот таких детей, они были всем известны. В основном это был район Центрального рынка, там улица Ленина, проспект, парк. Ну, вот в основном вот эти были, ну, по крайней мере, я видела, в основном были вот локации именно вот эти, где были дети. Сейчас их гораздо меньше. Я думаю, что это связано, ну, во-первых, наверное, все-таки с миграцией. Были дети, которые находились вместе со своими родителями незаконно на территории Российской Федерации, и с ними проводилась работа управлениями УФМС. Вот. И, безусловно, сокращение этих детей произошло за счет такой пошаговой, поэтапной работе. Потому что очень важно же занять ребенка. То есть, ну да, он сходил в школу, а дальше... И вот именно вот от безделия, не всегда родители допоздна бывают на работе. Или бывают, мы с вами знаем, есть и такие родители, которые, скажем так, не совсем хорошо занимаются воспитанием своих детей. И очень важно вот, занимать именно детей в свободное от учебы время. Очень хороший ресурс есть вот, дополнительного образования. Это кружки, которые существуют там, в школах. Это спортивные секции. И поэтому чем больше ребенок занят, тем меньше у него времени бывать на улице, и тем меньше он подвержен каким-то, скажем так, воздействию, да, нехорошему да. влиянию. Хорошо, Екатерина, а что делается для того, чтобы возвращать в школу тех, кто уже оказался все-таки, да, на таком пути? Ситуации бывают, потому что по закону все-таки ребенок, человек, уже личность, он должен отучиться 9 классов. Ну, если у нас, во-первых, учителя ведут учет детей по микрорайону, которые относятся к образовательной организации. Вот. Если выявляются семьи, то уже совместно с органами исполнительной власти принимаются меры. Сначала, конечно, образование пытается наладить диалог с родителями, да, все-таки убедить, что ребенку необходимо
получить образование. Ну и дальше у нас есть еще межведомственная профилактическая акция совместно с Министерством внутренних дел и Министерством труда и социального развития «Помоги пойти учиться». То есть бывают же разные причины, почему дети не идут в школу. Бывают какие-то финансовые проблемы, да. Что делать? Вот мы говорим сейчас о ведомствах, да, непосредственно контролирующих вот эту область беспризорных детей, те, которые занимаются попрошайничеством. А если говорим про гражданскую ответственность, вот, допустим, человек нашел или заметил ребенка, который попрошайничает, или по ребенку видно, что он слишком много имеет свободного времени и в целом свободы. Вот какие действия должен этот гражданин произвести в таком случае? Этот гражданин может обратиться в комиссии по делам несовершеннолетних, которые у нас функционируют во всех районах республики. У нас 4 комиссии в городе Владикавказ и 8 комиссий в районах республики. Этот человек может обратиться в подразделение по делам несовершеннолетних, и его можно даже просто позвонить, и будут приняты все меры. То есть сообщить, где он видел этого ребенка, и будут приняты меры. Если мы правильно понимаем, то особый акцент, кстати, вот на заседании был сделан на выполнении регионального закона о мере по защите нравственности и здоровья детей. Вот расскажите про этот вопрос, про этот аспект. Ну, 44-й республиканский закон регламентирует правовые основы нахождения детей в тех или иных местах. То есть законом регламентировано, где ребенку нельзя находиться и в какое время. Например, все мы с вами знаем, что ребенку в ночное время, а ночное время это у нас считается с 22 до 6 утра, нельзя находиться на улице без сопровождения взрослых. И каждый ответственный гражданин, скажем так, если видит на улице несовершеннолетнего после 10 одного, и не говоря уже о том, что это глубокая ночь, то он обязан сообщить в правоохранительные органы о том, что вот на улице находится ребенок. Плюс ко всему, за это предусмотрена административная ответственность. То есть за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей родители привлекаются по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. То есть на них правоохранительными органами составляется протокол, собирается материал, и он рассматривается на комиссии по делам несовершеннолетних. И комиссия уже выносит решение по результатам, и могут поставить семью на межведомственный профилактический учет. А с какими семьями, вот мы, если говорим про родителей, чаще всего приходится работать? Ну, мы понимаем, что основная часть это именно неблагополучные семьи, но есть ли случаи, где ребенок оказывается на улице вынужденно, там что-то произошло в семье, какая-то неблагоприятная финансовая ситуация в совершенно нормальной семье, вроде до этого предпосылок не было, а тут в один миг ребенок оказался на улице. Вот такие случаи бывают у нас? Ну, ребенок, если оказался на улице, как я говорю, мы его помещаем в доброе сердце. Вот. Если ребенок оказался на улице в силу того, что там вместе с матерью, да, в силу каких-то конфликтов в семье, то у нас теперь есть возможность помещать этих детей вместе с матерью в кризисное отделение помощи женщинам и детям. Вот. Поэтому, скажем так, детей на улице мы не оставляем. Да, спасибо, Георгий. Да. Екатерина, вот с вами хочется еще поговорить. Вот заседание комиссии, оно прошло, да? И будет ли, и если да, то какая дальнейшая работа проводиться в этом направлении? Возможно, та же самая продолжится межведомственная работа. В каком направлении? Ну, у нас межведомственная работа не останавливается. Мы работаем во всех направлениях профилактической работы, усиливая меры, естественно, придумываем новые форматы мероприятий, разрабатываем новые программы дополнительных общеразвивающих программ, которые у нас сейчас в каждой школе. То есть ребенок может получить дополнительное образование на базе общеобразовательной организации. При этом, участвуя в
проекте «Успех каждого ребенка» у нас создано более 45 тысяч новых мест, получено новое оборудование, и в каждом районе у детей есть возможность заниматься дополнительным образованием. Почему говорю о дополнительном образовании? Потому что, привлекая детей в внеурочную деятельность, мы занимаем их время, что, как бы, как сказать, оберегаем, да, от вовлечения их в деструктивную деятельность какую-либо, да. Ну, вот мы говорим о влиянии школы, и здесь мне просто отдельно хочется подчеркнуть, что на самом деле очень важно, когда учителя, педагоги, они правда видят, что с тем или иным ребенком что-то не так, и нужна помощь. Вот. И психологам, которые в этом направлении активно работают с детьми, огромная благодарность. Я и хочу напомнить нашим зрителям, что сегодня мы работаем в прямом эфире, а у нас вечно ограничено время в прямых эфирах. Вам мы хотим сказать огромное спасибо за то, что вы к нам сегодня пришли, за то, что рассказали, и за вашу работу. Спасибо. И мы вам всегда рады. Спасибо. Спасибо. Ну а сейчас реклама на телеканале. Оставайтесь с нами. Выездное обслуживание любых мероприятий. Свадьбы, ковд, кахс, юбилей, поминки, 40 дней, годовщина. Профессиональная команда поваров и официантов. Всегда свежие продукты, доступные цены и вежливое обслуживание. Более 20 лет работаем для вас. Быстро, качественно и вкусно. Звоните 8 918 832 90 09. В ленте с 1 по 14 декабря недели халяль. Скидки до 62%. Чак-чак Тамле 129 рублей. Все самое выгодное в приложении с бесплатной доставкой. Лента. 5 и 6 января в лечебно-диагностическом центре ДР «Оптика Кидс» на улице Маккаева, 6 во Владикавказе ведет прием кандидат медицинских наук, научный сотрудник Института глазных болезней имени Гельмгольца Апаев Александр Вячеславович, специалист по диагностике, функциональному и хирургическому лечению различных видов косоглазия у детей и взрослых. Звоните 52 52 52. Вжал. Зиза. Вахчита. Сымана рухкан. Аппаты ақштяктар. Бухарда он. Эль-Клиник на Кубалова, 11 предлагает лазерное лечение храпа, восстановление носового дыхания, эстетическую гинекологию, лечение выпадения волос, диагностику и удаление новообразований, лазерную эпиляцию, массаж и современные косметологические процедуры. Двери Рамос. Мир комфорта и уюта. На Хаджи Мамсурова, 59. В наличии и на заказ. Выбирайте лучшее для себя в Рамос. Рамос. Все начинается с двери. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. «Орикс». Станиславского, 1. Угол Стхапсаева. Телефон 53 88 88. Реклама прошла быстро, и мы снова с вами. Ежегодно 11 декабря во многих странах мира, включая Россию, отмечается Международный день гор. И кому, как не нам, праздновать это событие. Горы – это достояние республики. Главный Кавказский хребет тянется сплошной горной цепью. Через многие вершины проложены туристические маршруты самых разных категорий. И очень часто мы даже сами не обращаем уже внимания на красоту, которая перед нами. И это маленькое напоминание завтра утром выйти и посмотреть на наши родные горы. И такой же непоколебимой, как наши горы, на протяжении почти 160 лет остается Красный Крест. И тут я расскажу. В мире, где ежедневно случаются кризисы, катастрофы и личные трагедии, есть сила, которая измеряет свою мощь не в политическом влиянии, а в количестве спасенных жизней, найденных родных, переданных капель крови и поданных рук помощи. В России ее имя «Российский Красный Крест». Это не просто благотворительный фонд, а гуманитарное движение, основанное на фундаментальных принципах. Это человечность, беспристрастность, добровольность, ну и единство. Ну и совсем недавно волонтеры из Североосетинского республиканского отделения Российского Красного Креста совместно со специалистами Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями провели просветительское мероприятие для студентов. На протяжении всего года наши
отделение активно работает и проводит различные мероприятия. И сегодня предлагаем подробнее узнать об их деятельности и подвести итоги 2025 года. И сегодня с нами в студии Давид Алборов, председатель регионального отделения Российского Красного Креста. Давид, добрый вечер. Добрый вечер. Мы рады вас видеть у нас в студии. И тем сегодня для обсуждения, правда, много, но давайте вкратце, каким для вас был уже, получается, 11 декабря, ладно, еще, может быть, не совсем уходящий, но все-таки 2025 год. Ну, действительно, тем очень много. И вопрос, какой был для меня уходящий 2025 год, то есть чем он для меня запомнился, ну, наверное, это два важных события, которые произошли в моей жизни. Первое событие – это назначение меня на должность руководителя регионального отделения Красного Креста. И второе, наверное, я просто немножечко отвлекусь, это очень важное событие тоже в моей жизни, это назначение меня на должность руководителя первого частного родильного дома у нас в Северной Осетии. Ну, остановимся подробно, конечно, на Красном Кресте. С апреля месяца я занимаю эту должность. Хочу выразить слова благодарности той команде, которая работала до нас. Они передали нам во главе с Ириной Тимботовной Кусовой огромный опыт, передали те, наверное, уже налаженные тропинки, которые мы с нашей командой продолжили активно развивать. Ну, вы сказали, да, вы 9 месяцев занимаете эту должность. Да. А какие существенные изменения произошли за это время? Что-то, возможно, вы пришли и вы понимали, что вот здесь мы точно будем менять? Ну, наверное, такого не было, что точно нужно менять. Была задача такова – привлечь как можно больше волонтеров. Так вот, на сегодняшний день, когда наша команда, ну, практически весь костяк команды, он сохранился. Мы привлекли, как говорится, свежую кровь. И, следовательно, задача была увеличить количество волонтеров. На сегодняшний день у нас 187 волонтеров и 186 членов Российского Красного Креста. То есть это мы совершили очень большой, серьезный скачок. Как нам это удалось реализовать? Ну, скорее всего, опять-таки привлечением молодежи. То есть молодежь, она за собой тянет новый вектор, новую силу. И тем самым на сегодняшний день у нас основной костяк из 187 волонтеров – это практически все студенты. Георгий, подожди. Я все-таки не могу не уточнить, да? То есть приходили студенты, и они за собой притягивали, или вы, возможно, проводили какие-то мероприятия, которые привлекали новую молодежь? Вы знаете, мы, наверное, особо ничего для этого не делали. Мы проводили просто просветительскую работу молодежи. Даже взять меня, да, то есть мое место работы, это я на сегодняшний день пока что работаю в родильном доме, и через нас проходят студенты. Вот, допустим, студенты идут со мной на операцию, и мы разговариваем, и параллельно я им рассказываю, что я еще руковожу Красным Крестом. Они задают вопрос, а чем вы там занимаетесь? Вот мы им рассказываем, что наша основная задача – это принцип гуманности, человеколюбия, то есть мы должны творить добро. Красный Крест – организация, которая творит добро, либо помогает творить добро. И вы знаете, вот, допустим, если в сравнении взять, 8 из 10 человек, они заинтересованы, они приходили к нам в офис на Гапобаева, заполняли анкеты и становились волонтерами. Ну вот не так давно вы также проводили мастер-класс, в котором участие приняло около 400 человек. Можете подробнее рассказать про вот это мероприятие? Немножечко цифры я поправлю. То есть у нас есть федеральные программы. Наибольший охват – это федеральная программа по реализации программы первой доврачебной помощи. Вот если за нее говорить, то не 400 человек, а за 10 месяцев мы навыкам первой помощи обучили свыше 4000 человек. У нас также есть еще другие программы. В общем, наш охват на сегодняшний день составил около 5500. Это 5500 человек 5500 человек. Из них свыше 4000 это навыкам первой помощи, плюс служба милосердия и по донорству. Также у нас проходили мастер-классы. А также вы недавно награждали почетных доноров. Да. И сколько их было в целом? И, может быть, среди них есть какие-то такие выдающиеся рекорды? Вот. Да, на самом деле наша организация вручала медали, почетные грамоты донорам.
Там задачи не было посчитать количество почетных доноров, но у нас есть почетный донор, который, буквально сегодня я с координатором разговаривал, который свыше 90 раз давал кровь. Ничего себе. Да, на самом деле. Возможно, кровь сдавать каждые 2 месяца. Вот если просто посчитать, то практически каждые 3 месяца он сдает кровь. Ну, на самом деле это выдающиеся люди, которых должна знать Родина, потому что мне не со стороны знать, что такое надобность крови, очень часто возникают в медицине ситуации, когда необходимо бывает переливать чужую кровь. Поэтому каждая капля крови, которую сдает донор, она практически на вес золота. А вы сдаете кровь? Да, я сам тоже сдаю кровь. Мы проводили акцию, я собирал своих волонтеров, предложил им сдать кровь. Ну, естественно, было бы, наверное, неправильно, если бы я первый не пошел и на своем примере это не сделал. Но это, конечно же, не первая моя сдача крови, ну и не 90-е, к сожалению. Но со студенчества я практически в год 1 раз стараюсь сдавать кровь. А Мы вот вы говорите, да, а я каждый раз... Ты сдавал когда-нибудь кровь? Да. А я нет. Я никак не могу набраться храбрости и смелости, наверное. Я не знаю. Вы наверное, знаете, хотя бы 1 раз в жизни надо это сделать. обязательно это надо сделать, но я, допустим, себе не могу позволить не сдавать кровь, потому что я сам медик, мы сами часто используем донорскую кровь. Еще со студенчества, кажется, на 2-м или на 3-м курсе мы учились. Сейчас вот очень крутая машина у станции переливания крови, которая приезжает, там студенты, и не только студенты, желающие сдают кровь. При нас таких условий не было. Мы в читальном зале сдвигали парты, ложились на парты и так сдавали кровь. Да, да. Это было очень интересно. Но я думаю, что каждый студент-медик через это должен обязательно пройти. А расскажите о рабочей встрече с сенатором Российской Федерации, что на ней обсуждалось, и, может быть, какие-то задачи были во время этой встречи также поставлены? Вы знаете, встреча проходила в дружеском формате, она была максимально комфортной. Вы знаете, вот сенатор Назаренко – это человек, который, честно, вот после разговора с ним захотелось выйти и просто свернуть горы. Настолько он заряжает положительной энергией. Задача, которую он перед нами поставил, это также одна из задач приоритетных была увеличение численности волонтеров Красного Креста, чтобы как можно большая часть населения знали, что есть Красный Крест, что мы можем и должны помогать народу. И вопрос, скорее всего, был с нашей стороны, чем замотивировать молодежь. Да? Ведь на самом деле это важно. Вот придет студент, да, кто-то из побуждений доброй души, кто-то, возможно, что-то хочет, какую-то пользу от этого получить. Это же не возбраняется, это нормальное явление. На сегодняшний день организация «Красный Крест», в том числе студентам-медикам, мы выдаем 2 балла, дополнительных 2 балла, которые засчитываются для поступления в ординатуру. Вот с моей стороны звучал вопрос, быть может, на уровне федерального законодательства можно увеличить количество этих баллов, не 2, а, допустим, сделать их 10. Тогда еще большее количество молодежи будет вступать не только в ряды Красного Креста, но также в других общественных организаций. Почему это хорошо? Потому что молодежь, которая занята, и у нее не будет времени на какие-то сторонние мысли. Поэтому мы можем молодежь собирать вокруг нас и направлять их на правильный путь развития. Вы, также мы знаем, что подавали заявку на грант по первой психологической помощи детям. И нам кажется, что это очень весомый вектор направления в вашей работе. Вот расскажите еще про этот проект. Да, у нас в нашей команде работает очень крутой психолог Светлана Кисаева. Вот она совместно с нашей молодежью также вот именно этот грант подала. В январе будет происходить розыгрыш. Насколько я помню, это грант регионального, имеет региональное значение. Поэтому я думаю, что если нам удастся выиграть этот грант, там целая программа прописана. То есть в чем суть, коротко расскажу. Это будет выявление детей, которые находятся, скажем так, в тяжелой жизненной ситуации, их реабилитация. Ну, это коротко. То есть мы получили человека, у которого нарушение развития психологического, то есть он находится в тяжелой жизненной ситуации, и мы его в конечном итоге мы получим, грубо говоря, здорового человека. Это все будет связано именно с молодежью. У нас как-то очень
позволю себе сказать, логично переходит первый блок во второй. То есть почти вот то же самое мы еще обсуждали, но у вас, видимо, все-таки другой. В первый блок, если, я не знаю, вы смотрели или нет? Не посмотрел. Нет. Ну, мы там тоже про детей разговаривали, которым нужна бывает помощь, и вот у вас почти такое же направление. Это интересно. Я надеюсь, что вы выиграете. Вы нам обязательно сообщим. Сообщите, мы вас пригласим, и это мы тоже обсудим. И проект «Демография». Проект «Демография» — это, наверное, это была моя идея, когда я возглавил региональное отделение Красного Креста. Мне было интересно заниматься не только федеральными задачами. Да? То есть это легко, когда за тебя все решили, тебя направили, ты просто выполняешь. Но мне хотелось какой-то, наверное, плюс оставить в развитии нашего региона. И вот мы с нашей командой разработали лекцию, которая направлена на пропаганду того, что аборт – это зло, это плохо. И также на пропаганду того, что многодетная семья на сегодняшний день – это должно быть очень круто, ведение правильного образа жизни. Вот в целом 3 эти вектора, возможно, лет через 10 нам дадут положительные результаты, и у нас произойдет хоть небольшое увеличение рождаемости. Учитывая, что на сегодняшний день наша страна находится в демографической яме, наша республика не является исключением, мы тоже находимся в серьезном провале рождаемости. Поэтому все силы на сегодняшний день с указом президента Российской Федерации должны быть направлены на то, чтобы повысить демографию. Вы знаете, как на конференции наш академик Виктор Алексеевич Родзинский сказал, что всех акушеров призывают для того, чтобы мы повысили рождаемость, но акушеры, гинекологи, к сожалению, этого сделать не могут. То он говорит, у нас всего лишь 30 тысяч, даже если каждый родит по одному ребенку, это будет 30 тысяч детей. То есть это ни о чем. Но наша задача, мы можем пропагандировать, мы можем доносить до людей, какой вред может нести аборт, как здорово эта многодетная семья и как правильный образ жизни может в дальнейшем сыграть на получение здорового потомства. Мне тут, наверное, хочется очень добавить и, может быть, порассуждать с вами о том, что сейчас как раз-таки поколение, которое за здоровый образ жизни. Ей вот 20 лет, может быть, меньше, до 35. Но, наверное, все-таки вы правы, 20 лет, потому что 30-35 – это мое поколение. Но мы тоже за здоровый образ жизни, в частности, я сам не пью, не курю, хожу в зал по возможности. Но все-таки вот та молодежь, которая сегодня становится на рельсы развития, я думаю, что неправильный путь выбрали. Ну, по крайней мере, ту молодежь, которую я вижу. Я не знаю, что творится во всей стране. Но конкретно за нашу могу сказать, что да, у нас хорошее подрастающее поколение. Вы сказали, что это лет через 10, возможно, вы увидите результаты. То есть это точно, да, долгосрочную Да, потому что наша играть. задача пока что, наш охват, целевой охват аудитории – это старшие классы школы и начальные курсы вузов. Но, в принципе, я думаю, что в дальнейшем получится это вывести на какой-то новый уровень, потому что мы очень тесно сотрудничаем с Министерством соцразвития и труда, с Министерством образования. На этой неделе я встречался с министром образования. Планирую на новой неделе встретиться с министром Сабаевым труда. Поэтому с ними очень плотная работа ведется. Они очень стараются помочь нам. И я думаю, что совместные наши усилия все-таки дадут положительный результат. Мы в этом и не сомневаемся. Да. Мы также знаем, что вы планируете провести акцию с госавтоинспекцией об оказании первой помощи. Как, может быть, нашим зрителям с вами связаться, заинтересованным в этом, да? Ну, я контакты скинул. Да, принципе, мы их сейчас чуть позже озвучим. Вы нам вот расскажите. Акцию я расскажу, да, в чем суть этой акции, как мы ее планируем проводить. То есть наши волонтеры выйдут с сотрудниками госавтоинспекции, просто рандомно будут останавливать водителей, задавать им пару-тройку вопросов о том, как себя вести в той или иной, скажем так, ургентной, экстренной ситуации. И тем водителям, которые смогут ответить правильно на вопросы, мы планируем дарить аптечки. Ну, то есть данные акция у нас в работе, мы написали письмо в Министерство МВД, ждем ответа, и как только получим ответ, мы реализуем эту программу. Мне кажется, что подаренных аптечек будет мало. Да, это очень плохо. После перенесенного стресса, нет? Ой, в смысле? Ну, когда их остановят, первая мысль, и сразу задавать вопросы начнут. Что мы нарушили, да? Да.
Ну, тут, наверное, хочется вот как раз-таки контакты озвучить. Я попрошу и режиссеров наших показать их. 30 30 21. Дорогие зрители, звоните. Тоже, да, можно пройти и курсы. Курсы можно пройти. То есть наша организация проводит, но это будут уже платные курсы, которые с выдачей сертификата. То есть мы проводим мастер-классы, они абсолютно бесплатные. Мы проводим тем, кто подает нам заявки. Любая организация может подать заявку, наши волонтеры, инструктора обучат. Но платные курсы, они проводятся все через Федеральный Красный Крест. То есть даже не мы, а Федеральный Красный Крест выдает сертификат. Сертификат мы уже, соответственно, вручаем тому, кто прошел мастер-классы. Но они на платной основе. Вот я вас слушаю, я понимаю, что год у вас был насыщенный. Я думаю, что предстоящий, да, 26-й он у вас будет еще более наполненный разными событиями. Но какие еще задачи сейчас или планы вы ставите перед собой, чего вы хотите достичь в ближайшее время? Вы знаете, буквально дней 10 назад у меня была видеосвязь с руководителем Федерального Красного Креста Савчуком. Этим годом он остался довольным, но он нам столько задач накидал на 26-й год. Да? Но мы ничего, мы это все реализуем. Самое главное, что я хочу, какую задачу я поставил для себя, для своей команды, это то, чтобы Красный Крест знали люди. Красный Крест был каким-то гарантом качества. То есть если человек находится в тяжелой жизненной ситуации, психологической, возможно, какой-то финансовой не в том плане, что мы будем деньги выделять, а оказывать помощь. То есть я хочу, чтобы Красный Крест стал мощной организацией, куда человек подсознательно должен понимать, что если он обратится в Красный Крест, ему непременно помогут. Вот такая вот глобальная задача. Можно я к вам в гости приду, посмотрю просто, как у вас? Можно, Все, конечно. хорошо, договорились. Мы вас хотим поблагодарить сегодня за беседу, и мы желаем вам только удачи в вашей, я думаю, непростой работе, но очень важной. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Дорогие зрители, но мы вернемся после короткой рекламы. Дунейш ахам фарджин бнат. Я баркад валейшка бне ахадга каман. Фалакамишу и махадак дар на жону. Вада асамун камай басагурам. Эва уайгу паршар нарте. Сомут мама фадала мавныш равди шонусы занатон бнат. Кто я? Что делает меня мной? Статус, образование, деньги? Или земля, на которой я вырос, небо над головой? Семья, которая всегда остается в сердце, где бы я ни был. Бавария светлая, безалкогольная. Кто, если не мы? Лазерная коррекция зрения. Офтальма. 33 33 22. Готовы к Новому году? Светофор готов. Запасайтесь праздником выгодно. От елочных гирлянд до сладких подарков. Все самое нужное по зеленым ценам. Ждем вас на Чапаева 21, Доватора 59А и Грибоедова 23. Светофор. Праздник начинается здесь. Человек ищет счастье, как птица и вольный конь. А рецепт счастья прост. Вот как квас, хлеб да вода, так и счастье. Горная родниковая вода да душистый ржаной хлеб. Счастье – это просто радость от жизни, от каждого мгновения, как от каждого глотка кваса. Квас Добрецов. Пей и будь здоров. Вздувшиеся вены, судороги – это признаки варикоза. Образование тромбов – его грозное осложнение. Решение есть. В клинике варикоза нет. Запись по телефону 770101. Рыбный маркет «Океан». Океан рыбы, икры и морепродуктов. Маркуса 40. Георгий, вот скажи, ты можешь наперед предугадать действия человека?
Ну как, думаю, да, но чаще всего, знаешь, хочется видеть людей насквозь. Ну а почему ты спрашиваешь? Ну, вообще я имела в виду вот шахматы, я не знаю, почему ты про людей сказал, я имела в виду шахматы. Ну, а если про человека, то я тебе потом скажу. А что там с шахматами? Давай, хорошо, я рассказываю тебе. Меня, на самом деле, сильно это впечатлило. Маленький шахматист из Северной Осетии стал одним из лучших на шахматном турнире в Бангкоке. Соревнование собрало почти 700 юных шахматистов из 33 стран. Россию представляли 47 участников, и в их числе Дамир Хасаншин из Северной Осетии. Дамир стал бронзовым призером в командном зачете по быстрым шахматам в категории до 8 лет. Я представляю, что будет, когда Дамир подрастет. Но по итогам чемпионата сборная России одержала победу в общекомандном зачете. Георгий, ну я предлагаю сегодня побеседовать с экспертами и, конечно, победителем и узнать все подробности. Сегодня с нами в студии Владимир Едзев, вице-президент шахматной федерации. Тигран Назаритян, тренер высшей категории. Ну и Дамир Хасаншин, ученик 2 класса 47-й школы. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы вас рады видеть. Дамир, привет. Поздравляю еще раз. Как дела? Хорошо. Конечно. Ну, перейдем к вопросам. Владимир Тасултанович, победа в общекомандном зачете, вот насколько это важный сигнал для всего российского шахматного сообщества на самом деле? Ну, во-первых, любое соревнование такого уровня, это очень значимо бывает, как и в политическом, так и в спортивном отношении для любого государства. И если учесть, что наша республика впервые, где-то наш питомец оказался на соревнованиях такого уровня, то, конечно, это для нас очень серьезное такое достижение. И, конечно, мы надеемся, что и в дальнейшем наши питомцы будут отстаивать честь нашего государства на таких серьезных соревнованиях. Он, заняв тренер, ну, я думаю, он более подробно расскажет его тренер, но одним словом скажу, что это отличный старт. Я думаю, что начало было положено хорошее, и в дальнейшем будем в этом отношении работать. Тигран, с вами хочется поговорить. Дамир, 8-летний бронзовый призер. Скажите, что было самым сложным для такого юного спортсмена на турнире такого масштаба? То есть это может быть психологическое давление или непривычные условия, или может быть уровень соперников, я не знаю. Ну, я думаю, самое сложное было именно привыкнуть к разнице в 4 часа. То есть для Дамира самое далекое до этого было участие в Казахстане. То есть после Казахстана мы поняли, что мы едем на Азию уже за первым местом. Но вот сказалась именно вот эта вот разница в поясах. То, что у них фактически первая партия началась в 5 часов утра по Москве. То есть к этому надо было привыкнуть, времени не было. Некоторые партии 2 раза в день проходили, поэтому это очень сильно сказалось именно даже вот на самых маленьких, на 8-летних, да, то есть 9-летних. И я думаю, вот это главный фактор. Потому что в плане шахмат он был абсолютно готов. И, повторюсь, задача была первое место занять. Дамир, давай с тобой немного поговорим. Как тебе самому соревнование? Понравилось все? Да. Что понравилось больше всего? Сам Бангкок? Ну да. Сам Бангкок. А что тебя больше всего удивило в Таиланде во всей поездке? Ну, то, что такие соперники. Ага. Дамир, вот у тебя там что-то висит, да? Мне медаль. Не видно. Покажи медаль. Ага, какая красивая. Вот все на... Вот так подержи, вот мы нашим зрителям тоже покажем. Очень красивая, пусть все посмотрят. Тигран, скажите, вот Дамир показал стабильно высокий результат во всех 3 видах шахмат. О чем это говорит вот, с вашей точки зрения? То есть это талант или это все-таки результат такой работы совместной с вами, наверное? Ну, это все вместе. Тут надо отметить, что для меня, вот лично как для тренера, самый
был нервный турнир, это первенство мира в Казахстане. То есть когда Дамир фактически из-за перенапряжения не стал чемпионом мира, то есть после этого уже морально было легче смотреть на его выступление в Таиланде. Но в целом мы готовились максимально. Все, что могли, мы сделали. Нам помогал еще гроссмейстер Добров, это надо тоже обязательно сказать. Помогали все, кто может. То есть вся Осетия болела за Дамира. Все, кто его знает. Так что тут просто, можно сказать, какие-то спортивные моменты, потому что не всегда даже чемпион мира может показывать стабильный результат. Вот так вот получилось. Но мы знаем, что он все, что мог, сделал на данный момент. Владимир Тасултанович, вот расскажите подробнее о вашей деятельности. Как сегодня в целом обстоят дела у Федерации шахмат в нашей республике? Ну, начнем по порядку. Во-первых, у нас команда нашей федерации, она как бы обновилась. Нашу федерацию возглавил новый человек. И благодаря, в первую очередь, усилиям нашего нового президента, федерация как бы заработала с новыми силами и как бы с большим энтузиазмом. Ну, скажу так, что мы поставили очень серьезные перед собой цели. И для достижения этих целей, конечно, нам надо было разработать такой глобальный стратегический план, по которому мы должны будем двигаться и добиться желаемых целей. Ну, скажу такую вещь, что современные шахматы, во-первых, сильно изменились в сравнении, например, с шахматами 20-30 годами ранее. Если шахматы тогда были более академическими, то современные шахматы, они носят иной характер, и подготовка спортсменов, она уже тоже изменилась. Если тогда предполагалось, как бы академическая, опять-таки повторюсь, такая подготовка академическая, то современные шахматисты немного готовятся по-другому. Поэтому и возраст шахматистов сильно помолодел. Вот Дамир яркий пример тому, что 8-летний мальчик выступает на таких соревнованиях и такого уровня. Ну, еще фразу добавлю по поводу чемпионата мира, где он выступал, и он был в полшаге от звания чемпиона мира, победителя первенства мира. Ну, вот это в той заключительной партии, где наш Дамир должен был победить, но так сложилось обстоятельство, что он решил подарить полочка. И в итоге ну, не сложилось так, чтобы он стал победителем. Ну, ничего. Главное было положено начало вот это. Возвращаясь к тому, что какова вот специфика нашей работы на сегодняшний день. Во-первых, мы должны понимать, что шахматы, чтобы развивать данный вид спорта, ну, это, наверное, любой вид спорта, нужны определенные условия. И мы определили для себя 3 главных условия. Это, во-первых, материально-техническая база. То есть, как и в любом, опять-таки, спорте. Второе, это должен быть, соответственно, подобран хороший тренерско-преподавательский коллектив. То есть, все тренера, которые занимаются этим делом, они должны быть, в первую очередь, профессионалами. А во-вторых, конечно, должны выкладываться и прилагать максимум усилий, чтобы кроме Дамира еще появились у нас новые шахматисты. Ну и вот третье, я думаю, что это может быть сейчас, может быть, самое главное, это выработка той системы, той программы, которая нам даст в конечном итоге вот этот наш результат. Ну, сразу говорю, что значит, одних наших таких желаний это мало. Нужны, конечно, резервы хорошие, нужны средства, поддержка должна быть извне. Ну, естественно, сегодня, конечно, мы благодаря нашим спонсорам, тех, которые болеют за этот вид спорта, и тех людей, которым далеко не безразлично, что происходит с данным видом искусства, ну, вот мы как бы двигаемся вперед. За вот буквально пару лет, я думаю, что сейчас, наверное, Тигран более конкретно скажет о наших достижениях, но сделали очень многое сделано, и думаем, что это хорошее начало будет иметь свое продолжение. Дамир,
А ты вот так положи медаль свою, ты ее устанешь держать. Не, вот так вот. Вот так, Да. на стол. И, кстати, вот, Дамир, хочу еще спросить, а ты не подружился ни с кем на соревнованиях? Нет. Нет? Нет? Ладно. Ну хорошо, ты в следующий раз, когда будешь куда-нибудь ехать, ты мне скажи заранее, я с тобой поеду, со всеми перезнакомимся. Хорошо? Хорошо. Все, договорились. Расскажи, насколько сложной в целом была игра, Дамир? Вот, ты выиграл бронзу, это на самом деле очень хороший результат. И вот мы уверены, что, как и в любом другом спорте, наверное, какие-то небольшие поражения по итогу намного полезнее оказываются, нежели если бы человек и сразу, да, одержал победу. Поэтому вот какие были у тебя впечатления от игры? Ну, впечатления были хорошие. Еще в рапиде по быстрым шахматам у меня в последней партии была выигранная позиция. Тогда бы я входил в тройку, я должен был забирать еще одну медаль. Но я нашел ход, как сделать ничью, и стал четвертым. Ага. Если что, Дамир, я в шахматы не умею играть. Он как в первом случае на чемпионате мира решил подарить пол очка, так и во втором раз. Ага, ага. Вы говорите, что было очень много сделано за последнее время. И сказали как и про тренеров, так хочется здесь просто поговорить про молодежь. Вообще сейчас насколько много детей занимается, или молодежи, уже подростков, да, шахматами у нас в Северной Осетии? Ну, я вам скажу такую вещь. Я, кроме того, что являюсь вице-президентом, я также являюсь системным администратором, то есть рейтинг-администратором. И все официальные турниры, которые проводятся у нас в республике, я так или иначе провожу вот это вот, как бы отмечаю, сколько людей прибавляется, сколько людей участвуют. Ну, скажу, что уже более 3,5, ну, даже более 4 тысяч, наверное, скорее будет занимающихся, да. Из них, ну, конечно, уровень игры пока оставляет желать лучшего, но, тем не менее, количество шахматистов, которые прогрессируют, их становится все больше и больше. Отмечу, что мы вот буквально вот второй или третий чемпионат республики проводим, и если брать прошлый чемпионат или позапрошлый, и сегодняшний, это уже другие чемпионаты. Ребята уже намного выросли, они действительно показывают уровень игры значительно выше. Ну и если учесть, что еще несколько лет тому назад мы сильно уступали нашим соседям по округу, то сегодня мы уже занимаем лидирующие позиции. Ну, я говорю, это благодаря той системе, благодаря нашему руководству, благодаря нашему вот этому общему пониманию этой проблемы. И то, что мы прилагаем действительно много усилий, вот дает свои результаты. Динамика положительная. Да, положительно, однозначно положительно. И вот, опять-таки, вот Дамир, ну, конечно, благодаря усилиям, во-первых, его тренера, который вкладывает в него огромные силы и знания, вот, и плюс работоспособность этого мальчика, но они вот дают вкупе вот этот результат. Так что я думаю, что при новой встрече у Дамира, наверное, уже будут другие результаты. Тигран, а вот скажите, вот вы побывали, вы посмотрели, да, мы понимаем, что в Азии интерес к шахматам, он колоссален. Скажите, было ли что-то, что вы смотрели и понимали, что вот этот пример, этот опыт надо перенимать и применять уже у нас в республике? Вот, кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что, к сожалению, я ни в Казахстан, ни в Таиланд не смог поехать, а с ним ездил исполнительный директор шахматной федерации Цураев Александр. Он сегодня не смог прийти. И я исхожу из его слов, потому что он всегда... Вот Дамир сказал, что он ни с кем не подружился, а вот Александр, наоборот, сказал, что они с Федерацией России в самых тесных связях друг за друга болели, все было там прекрасно. В общем, опыт мы перенимаем у них, но очевидным стало то, что мы даже собственными силами, можно сказать, наша республика, да, по сравнению со странами, что представляет, да, маленький кусочек земли, но мы можем даже так с ними конкурировать. Вот какой мы вывод сделали. И у детей у нас талантов очень много, сейчас подрастает.
И мы понимаем, что Дамир в этом плане первопроходец. Тут надо Викторию Кульчиеву сразу вспомнить, которая 3-4 место разделила в Костроме. Потом ей было тяжело, конечно, 7 лет было, когда она в Казахстан поехала. Но в целом и Вика, и Дамир, они показывают нашим маленьким детям, 5-летним, 6-летним, 4-летним даже, чего может добиться. Мы сейчас пример ставим, и мы поняли, что мы можем со странами конкурировать. Тут просто даже без помощи российской делегации мы сами вот работали и чего-то добились серьезного. То есть, а если нам еще будут помогать, допустим, серьезно, да, на высоком уровне, то я надеюсь, что у нас будет таких чемпионов именно из Осетии очень много. А мы будем поддерживать и болеть. Да. Вот, Дамир, скажи, а ты шахматами в день сколько занимаешься? Каждый день? Обязательно надо каждый да. день? Да? Минимум по 6-7 часов в день. Каждый день ты 6-7 часов? А хорошо, а помимо... Дисциплина build класс. Ладно. А помимо шахмат ты чем еще любишь заниматься? Школа. И шахматы. Да. Школа и шахматы. Тут, кстати, если можно, я добавлю, то, что тренера все, что могут, делают, но я бы отметил и вообще в целом шахматную федерацию. То есть это большое довольно-таки количество людей, которые в него входят, но особенно президент федерации Заурбек Кадиев, который двигает весь этот коллектив. Естественно, Александр Цураев, Владимир Тасултанович. Без него бы мы не двигались так, как мы вот сейчас двигаемся. И хотел бы родителей Дамира отметить, особенно его папу, который, являясь военным, создал такую дома дисциплину, что Дамир знает, надо сейчас позаниматься, потом позаниматься, и у него не получится увильнуть. Поэтому тут заслуга и родителей очень большая, его мамы Насти. Так что это общая заслуга всех, вот, кто к Дамиру причастен, кто ему желает добра. И вот вылилось в такие достижения серьезные. Мы сегодня работаем в прямом эфире, и единственное, вот знаете, что бы еще хотелось спросить, какие у вас ближайшие планы? Уже все-таки у нас год заканчивается, итоги мы с вами примерно подвели, а вот дальше, что у вас в планах? Ну вот сейчас год завершается, у нас еще остались 2 календарных мероприятия первенства республики по 2 дисциплинам. Это вот рапид, быстрые шахматы и классические шахматы. Вот. И на Новый год, конечно, у нас очень много, вот как бы мы обозначены, те соревнования, те мероприятия, которые мы должны будем обязательно в них поучаствовать. Но здесь есть одна сложность. И эта сложность, наверное, может быть самая главная. Для того, чтобы прогрессировать в шахматах, вот, давайте для примера я приведу 2 страны. Это вот Индия и тот же самый Узбекистан, который на сегодня гремит. И фактически ведущий шахматист это этих 2 стран. Это в первую очередь Узбекистана, даже я выделю, а потом Индия. И благодаря чему это происходит? Благодаря тому, что у них колоссальная поддержка со стороны органов власти. Поэтому мы должны заручиться и должны получить вот такую поддержку, чтобы мы тоже были вот как бы вот в поле зрения. И вот наши вот эти проекты, мы, конечно, не можем рассчитывать на такие же как бы вложения, но тем не менее те необходимые вложения, они необходимы, они нужны. Ну и даже могу озвучить цифру примерно какая, да? Порядка 4-5 миллионов рублей хотя бы должно быть. Вот тогда можно рассчитывать на то, что наши дети будут прогрессировать, и у нас наконец появятся в республике и первые гроссмейстеры. Вот. А у нас, кстати, вот наша программа, которая это сделать гроссмейстер. То есть первый гроссмейстер у нас должен появиться уже в какой-то ближайшей перспективе. Но для того, чтобы добиться этой цели, я говорю, это одних наших усилий будет недостаточно, если не будет должной поддержки. Мы очень надеемся, что она будет. Мы же со своей стороны будем всячески помогать. Спасибо. И освещать. Спасибо вам большое за то, что вы к нам сегодня пришли. Спасибо. Дамир, тебе поздравляем. Поздравляем, да, и желаем удачи. В следующий раз зови нас с собой.
Договорились? Спасибо. Все, отлично. Спасибо большое. Спасибо. Георгий, обсудили сегодня все самое важное, но мне еще хочется кое-что рассказать. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Мать-героиня» Симе Каркусовой из села Рамоново. Награда вручена за большой вклад многодетной мамы в укрепление института семьи и воспитание детей. В семье Каркусовых растут 15 детей. В селе о семье говорят с уважением. Мама Сима всегда была опорой для своих детей и примером для односельчан. Звание «Мать-героиня» – это одна из высших государственных наград для российских женщин, которые посвятили свою жизнь воспитанию большого числа детей. Мы гордимся и восхищаемся. Ну, а сейчас самое время сказать, что завтра вас будут ждать в эфире программы «Яра Штагалав Шахаты Амартин Минутыл Мемкучтан Хашканзашты Ахштяк Фарштатыл Комкома эфира Кашутил Махта Фемболзаштам Тахт. А в 21:00 коллеги из информационного отдела продолжат эфир телеканала с сводкой самых актуальных новостей. Ну и как всегда, оставайтесь с нами и до новых встреч. Прошел через войну, через боль и потери, через операции и тишину госпитальных палат, сегодня учатся жить по-новому. Их оружие теперь спорт. Их поле боя – собственные ограничения, а главные соперники – страх и неуверенность, которые они побеждают каждый день. Это история тех, кто устоял на передовой и стал еще крепче в мирной жизни. О людях, которые остаются по-настоящему сильными духом. Реклама прошла быстро, и мы снова с вами. Ежегодно 11 декабря во многих странах мира, включая Россию, отмечается Международный день гор. И кому, как не нам, праздновать это событие. Горы – это достояние республики. Главный Кавказский хребет тянется сплошной горной цепью. Через многие вершины проложены туристические маршруты самых разных категорий. И очень часто мы даже сами не обращаем уже внимания на красоту, которая перед нами. И это маленькое напоминание завтра утром выйти и посмотреть на наши родные горы. И такой же непоколебимой, как наши горы, на протяжении почти 160 лет остается Красный Крест. И тут я расскажу. В мире, где ежедневно случаются кризисы, катастрофы и личные трагедии, есть сила, которая измеряет свою мощь не в политическом влиянии, а в количестве спасенных жизней, найденных родных, переданных капель крови и поданных рук помощи. В России ее имя «Российский Красный Крест». Это не просто благотворительный фонд, а гуманитарное движение, основанное на фундаментальных принципах. Это человечность, беспристрастность, добровольность, ну и единство. Ну и совсем недавно волонтеры из Североосетинского республиканского отделения Российского Красного Креста совместно со специалистами Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями провели просветительское мероприятие для студентов. На протяжении всего года наше отделение активно работает и проводит различные мероприятия. И сегодня предлагаем подробнее узнать об их деятельности и подвести итоги 2025 года. И сегодня с нами в студии Давид Алборов, председатель регионального отделения Российского Красного Креста. Давид, добрый вечер. Добрый вечер. Мы рады вас видеть у нас в студии. И тем сегодня для обсуждения, правда, много, но давайте вкратце, каким для вас был уже, получается, 11 декабря, ладно, еще, может быть, не совсем уходящий, но все-таки 2025 год. Ну, действительно, тем очень много. И вопрос, какой был для меня уходящий 2025 год, то есть чем он для меня запомнился. Ну, наверное, это два важных события, которые произошли в моей жизни. Первое событие – это назначение меня на должность руководителя регионального отделения Красного Креста.
И второе, наверное, я просто немножечко отвлекусь, это очень важное событие тоже в моей жизни, это назначение меня на должность руководителя первого частного родильного дома у нас в Северной Осетии. Ну, остановимся подробно, конечно, на Красном Кресте. С апреля месяца я занимаю эту должность. Хочу выразить слова благодарности той команде, которая работала до нас. Они передали нам во главе с Ириной Тимботовной Кусовой огромный опыт, передали те, наверное, уже налаженные тропинки, которые мы с нашей командой продолжили активно развивать. Ну, вот вы сказали, да, вы 9 месяцев занимаете эту должность. Да. А какие существенные изменения произошли за это время? Что-то, возможно, вы пришли и вы понимали, что вот здесь мы точно будем менять? Ну, наверное, такого не было, что точно нужно менять. Была задача такова – привлечь как можно больше волонтеров. Так вот, на сегодняшний день, когда наша команда, ну, практически весь костяк команды, он сохранился. Мы привлекли, как говорится, свежую кровь. И, следовательно, задача была увеличить количество волонтеров. На сегодняшний день у нас 187 волонтеров и 186 членов Российского Красного Креста. То есть это мы совершили очень большой, серьезный скачок. Как нам это удалось реализовать? Ну, скорее всего, опять-таки, привлечением молодежи. То есть молодежь, она за собой тянет новый вектор, новую силу. И тем самым на сегодняшний день у нас основной костяк из 187 волонтеров – это практически все студенты. Георгий, подожди. Пожалуйста. Я все-таки не могу не уточнить, да? То есть приходили студенты, и они за собой притягивали, или вы, возможно, проводили какие-то мероприятия, которые привлекали новую молодежь? Вы знаете, мы, наверное, особо ничего для этого не делали. Мы проводили просто просветительскую работу молодежи. Даже взять меня, да, то есть мое место работы, это я на сегодняшний день пока что работаю в родильном доме, и через нас проходят студенты. Вот, допустим, студенты идут со мной на операцию, и мы разговариваем, и параллельно я им рассказываю, что я еще руковожу Красным Крестом. Они задают вопрос, а чем вы там занимаетесь? Вот мы им рассказываем, что наша основная задача – это принцип гуманности, человеколюбия, то есть мы должны творить добро. Красный Крест – организация, которая творит добро, либо помогает творить добро. И вы знаете, вот, допустим, если в сравнении взять, 8 из 10 человек, они заинтересованы, они приходили к нам в офис на Гапобаева, заполняли анкеты и становились волонтерами. Ну вот не так давно вы также проводили мастер-класс, в котором участие приняло около 400 человек. Можете подробнее рассказать про вот это мероприятие? Немножечко цифры я поправлю. То есть у нас есть федеральные программы. Наибольший охват – это федеральная программа по реализации программы первой доврачебной помощи. Вот если за нее говорить, то не 400 человек, а за 10 месяцев мы навыкам первой помощи обучили свыше 4000 человек. У нас также есть еще другие программы. В общем, наш охват на сегодняшний день составил около 5500. Это 5500 человек 5500 человек. Из них свыше 4000 это навыкам первой помощи, плюс служба милосердия, и по донорству также у нас проходили мастер-классы. А также вы недавно награждали почетных доноров. Да. И сколько их было в целом? И, может быть, среди них есть какие-то такие выдающиеся рекорды? Вот. Да, на самом деле наша организация вручала медали, почетные грамоты донорам. Там задачи не было посчитать количество почетных доноров, но у нас есть почетный донор, который, буквально сегодня я с координатором разговаривал, который свыше 90 раз давал кровь. Ничего себе. Да, на самом деле. Возможно, кровь сдавать каждые 2 месяца. Вот если просто посчитать, то практически каждые 3 месяца он сдает кровь. Но на самом деле это выдающиеся люди, которых должна знать Родина, потому что мне не со стороны знать, что такое надобность крови. Очень часто возникают в медицине ситуации, когда необходимо бывает переливать чужую кровь. Поэтому каждая капля крови, которую сдает донор, она практически на вес золота. А вы сдаете кровь? Да, я сам тоже сдаю кровь. Мы проводили акцию, я собирал своих волонтеров, предложил им сдать кровь. Ну, естественно, было бы, наверное, неправильно, если бы я первый не пошел и на своем примере это не сделал. Но это, конечно же, не первая моя сдача крови.
ну и не 90-е, к сожалению, но со студенчества я практически в год один раз стараюсь сдавать кровь. А Мы вот, сдавали... вот вы говорите, да, а я каждый раз... Ты сдавал когда-нибудь кровь? Да. А я нет, я никак не могу набраться храбрости и смелости, наверное. Я не знаю, как. Вы Наверное, знаете, хотя бы один раз в жизни надо это сделать. обязательно это надо сделать, но я, допустим, себе не могу позволить не сдавать кровь, потому что я сам медик, мы сами часто используем донорскую кровь. Еще со студенчества, кажется, на 2-м или на 3-м курсе мы учились. Сейчас вот очень крутая машина у станции переливания крови, которая приезжает, там студенты, и не только студенты, желающие сдают кровь. При нас таких условий не было. Мы в читальном зале сдвигали парты, ложились на парты и так сдавали кровь. Да, да. Это было очень интересно. Но я думаю, что каждый студент-медик через это должен обязательно пройти. А расскажите о рабочей встрече с сенатором Российской Федерации, что на ней обсуждалось, и, может быть, какие-то задачи были во время этой встречи также поставлены. Вы знаете, встреча проходила в дружеском формате, она была максимально комфортной. Вы знаете, сенатор Назаренко – это человек, который, честно, вот после разговора с ним захотелось выйти и просто свернуть горы. Настолько он заряжает положительной энергией. Задача, которую он перед нами поставил, это также одна из задач приоритетных была увеличение численности волонтеров Красного Креста, чтобы как можно большая часть населения знали, что есть Красный Крест, что мы можем и должны помогать народу. И вопрос, скорее всего, был с нашей стороны, чем замотивировать молодежь. Да? Ведь на самом деле это важно. Вот придет студент, да, кто-то из побуждений доброй души, кто-то, возможно, что-то хочет, какую-то пользу от этого получить. Это же не возбраняется, это нормальное явление. На сегодняшний день организация «Красный Крест», в том числе студентам-медикам, мы выдаем 2 балла, дополнительных 2 балла, которые засчитываются для поступления в ординатуру. Вот с моей стороны звучал вопрос, быть может, на уровне федерального законодательства можно увеличить количество этих баллов, не 2, а, допустим, сделать их 10. Тогда еще большее количество молодежи будет вступать не только в ряды Красного Креста, а также в других общественных организаций. Почему это хорошо? Потому что молодежь, которая занята, и у нее не будет времени на какие-то сторонние мысли. Поэтому мы можем молодежь собирать вокруг нас и направлять их на правильный путь развития. Вы, также мы знаем, что подавали заявку на грант по первой психологической помощи детям. И нам кажется, что это очень весомый вектор направления в вашей работе. Вот расскажите еще про этот проект. Да, у нас в нашей команде работает очень крутой психолог Светлана Кисаева. Вот она совместно с нашей молодежью также вот именно этот грант подала. В январе будет происходить розыгрыш. Насколько я помню, это грант регионального, имеет региональное значение. Поэтому я думаю, что если нам удастся выиграть этот грант, там целая программа прописана. То есть в чем суть, коротко расскажу. Это будет выявление детей, которые находятся, скажем так, в тяжелой жизненной ситуации, и их реабилитация. Ну, это коротко. То есть мы получили человека, у которого нарушение развития психологического, то есть он находится в тяжелой жизненной ситуации, и мы его в конечном итоге мы получим, грубо говоря, здорового человека. Это все будет связано именно с молодежью. У нас как-то очень... позволю себе сказать, логично переходит первый блок во второй. То есть почти вот то же самое мы еще обсуждали, но у вас, видимо, все-таки другой. В первый блок, если, я не знаю, вы смотрели или нет? Не посмотрел. Нет. Ну, мы там тоже про детей разговаривали, которым нужна бывает помощь, и вот у вас почти такое же направление. Это интересно. Я надеюсь, что вы выиграете. Вы нам обязательно сообщим. Сообщите, мы вас пригласим, и это мы тоже обсудим. И проект «Демография». Проект «Демография» — это, наверное, это была моя идея, когда я возглавил региональное отделение Красного Креста. Мне было интересно заниматься не только федеральными задачами. Да? То есть это легко, когда за тебя все решили, тебя направили, ты просто выполняешь. Но мне хотелось какой-то, наверное, плюс оставить в развитии нашего региона. И вот мы с нашей командой разработали лекцию, которая направлена на пропаганду того, что аборт – это зло, это плохо.
И также на пропаганду того, что многодетная семья на сегодняшний день, это должно быть очень круто, ведение правильного образа жизни. Вот в целом 3 эти вектора, возможно, лет через 10 нам дадут положительные результаты, и у нас произойдет хоть небольшое увеличение рождаемости. Учитывая, что на сегодняшний день наша страна находится в демографической яме, а наша республика не является исключением, мы тоже находимся в серьезном провале рождаемости. Поэтому все силы на сегодняшний день с указом президента Российской Федерации должны быть направлены на то, чтобы повысить демографию. Вы знаете, как на конференции наш академик Виктор Алексеевич Родзинский сказал, что всех акушеров призывают для того, чтобы мы повысили рождаемость, но акушеры, гинекологи, к сожалению, этого сделать не могут. То он говорит, у нас всего лишь 30 тысяч, даже если каждый родит по одному ребенку, это будет 30 тысяч детей. То есть это ни о чем. Но наша задача, мы можем пропагандировать, мы можем доносить до людей, какой вред может нести аборт, как здорово эта многодетная семья и как правильный образ жизни может в дальнейшем сыграть на получение здорового потомства. Мне тут, наверное, хочется очень добавить и, может быть, порассуждать с вами о том, что сейчас как раз-таки поколение, которое за здоровый образ жизни. Вот 20 лет, может быть, меньше, до 35. Но, наверное, все-таки вы правы, 20 лет, потому что 30-35 – это мое поколение. Но мы тоже за здоровый образ жизни, в частности, я сам не пью, не курю, хожу в зал по возможности. Но все-таки вот та молодежь, которая сегодня становится на рельсы развития, я думаю, что неправильный путь выбрали. Ну, по крайней мере, ту молодежь, которую я вижу. Я не знаю, что творится во всей стране. Но конкретно за нашу могу сказать, что да, у нас хорошее подрастающее поколение. Вы сказали, что это лет через 10, возможно, вы увидите результаты. Вам, то есть это точно, да, долгосрочную Да, потому что надо наша играть. задача пока что, наш охват, целевой охват аудитории – это старшие классы школы и начальные курсы вузов. Но, в принципе, я думаю, что в дальнейшем получится это вывести на какой-то новый уровень, потому что мы очень тесно сотрудничаем с Министерством соцразвития и труда, с Министерством образования. На этой неделе я встречался с министром образования. Планирую на новой неделе встретиться с министром Сабаевым труда. Поэтому с ними очень плотная работа ведется. Они очень стараются помочь нам. И я думаю, что совместные наши усилия все-таки дадут положительный результат. Мы в этом и не сомневаемся. Да. Мы также знаем, что вы планируете провести акцию с госавтоинспекцией об оказании первой помощи. Как, может быть, нашим зрителям с вами связаться, заинтересованным в этом, да? Ну, я контакты скинул. Да, в принципе, мы их сейчас да. чуть позже озвучим. Вы нам вот расскажите. Акцию я расскажу, да, в чем суть этой акции, как мы ее планируем проводить. То есть наши волонтеры выйдут с сотрудниками госавтоинспекции, просто рандомно будут останавливать водителей, задавать им пару-тройку вопросов о том, как себя вести в той или иной, скажем так, ургентной, экстренной ситуации. И тем водителям, которые смогут ответить правильно на вопросы, мы планируем дарить аптечки. Ну, то есть данная акция у нас в работе, мы написали письмо в Министерство МВД, ждем ответа, и как только получим ответ, мы реализуем эту программу. Мне кажется, что подаренных аптечек будет мало. Да, это очень плохо. После перенесенного стресса, нет? Ой, в смысле? Ну, когда их остановят, первая мысль, и сразу задавать вопросы начнут. Что мы нарушили, да? Да. Ну, тут, наверное, хочется вот как раз-таки контакты озвучить. Я попрошу и режиссеров наших показать их. 30 30 21. Дорогие зрители, звоните. Тоже, да, можно пройти и курсы. Курсы можно пройти. То есть наша организация проводит, это будут уже платные курсы, которые с выдачей сертификата. То есть мы проводим мастер-классы, они абсолютно бесплатные. Мы проводим тем, кто подает нам заявки. Любая организация может подать заявку, наши волонтеры, инструктора обучат. Но платные курсы, они проводятся все через Федеральный Красный Крест. То есть даже не мы, а Федеральный Красный Крест выдает сертификат. Сертификат мы уже, соответственно, вручаем тому, кто прошел мастер-классы. Но они на платной основе. Ну, вот я вас слушаю, я понимаю, что год у вас был насыщенный. Я думаю, что предстоящий, да, 26-й он у вас будет еще более наполненный разными событиями. Но какие еще задачи сейчас или планы вы ставите перед собой, чего вы хотите достичь в ближайшее время?
Вы знаете, буквально дней 10 назад у меня была видеосвязь с руководителем Федерального Красного Креста Савчуком. Этим годом он остался довольным, но он нам столько задач накидал на 26-й год. Да? Но мы ничего, мы это все реализуем. Самое главное, что я хочу, какую задачу я поставил для себя, для своей команды, это то, чтобы Красный Крест знали люди, Красный Крест был каким-то гарантом качества. То есть если человек находится в тяжелой жизненной ситуации, психологической, возможно, какой-то финансовой не в том плане, что мы будем деньги выделять, а оказывать помощь. То есть я хочу, чтобы Красный Крест стал мощной организацией, куда человек подсознательно должен понимать, что если он обратится в Красный Крест, ему непременно помогут. Вот такая вот глобальная задача. Можно я к вам в гости приду, посмотрю просто, как у вас? Можно, Все, конечно. хорошо, договорились. Мы вас хотим поблагодарить сегодня за беседу, и мы желаем вам только удачи в вашей, я думаю, непростой работе, но очень важной. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Дорогие зрители, но мы вернемся после короткой рекламы. Георгий, вот скажи, ты можешь наперед предугадать действия человека? Ну как, думаю, да, но чаще всего, знаешь, хочется видеть людей насквозь. Ну а почему ты спрашиваешь? Ну, вообще, я имела в виду вот шахматы, я не знаю, почему ты про людей сказал, я имела в виду шахматы. Ну, а если про человека, то я тебе потом скажу. А что там с шахматами? Давай, хорошо, я рассказываю тебе. Меня, на самом деле, сильно это впечатлило. Маленький шахматист из Северной Осетии стал одним из лучших на шахматном турнире в Бангкоке. Соревнование собрало почти 700 юных шахматистов из 33 стран. Россию представляли 47 участников, и в их числе Дамир Хасаншин из Северной Осетии. Дамир стал бронзовым призером в командном зачете по быстрым шахматам в категории до 8 лет. Я представляю, что будет, когда Дамир подрастет. Но по итогам чемпионата сборная России одержала победу в общекомандном зачете. Георгий, ну я предлагаю сегодня побеседовать с экспертами и, конечно, победителем и узнать все подробности. Сегодня с нами в студии Владимир Едзев, вице-президент шахматной федерации. Тигран Назаритян, тренер высшей категории. Ну и Дамир Хасаншин, ученик 2 класса 47-й школы. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы вас рады видеть. Дамир, привет. Поздравляю еще раз. Как дела? Хорошо. Конечно. Ну, перейдем к вопросам. Владимир Тасултанович, победа в общекомандном зачете, вот насколько это важный сигнал для всего российского шахматного сообщества на самом деле? Ну, во-первых, любое соревнование такого уровня, это очень значимо бывает, как и в политическом, так и в спортивном отношении для любого государства. И если учесть, что наша республика впервые, где-то наш питомец оказался на соревнованиях такого уровня, то, конечно, это для нас очень серьезное такое достижение. И, конечно, мы надеемся, что и в дальнейшем наши питомцы будут отстаивать честь нашего государства на таких серьезных соревнованиях. Он, заняв тренер, ну, я думаю, он более подробно расскажет его тренер, но одним словом скажу, что это отличный старт. Я думаю, что начало было положено хорошее, и в дальнейшем будем в этом отношении работать. Тигран, с вами хочется поговорить. Дамир, 8-летний бронзовый призер. Скажите, что было самым сложным для такого юного спортсмена на турнире такого масштаба? То есть это может быть психологическое давление или непривычные условия, или может быть уровень соперников, я не знаю. Ну, я думаю, самое сложное было именно привыкнуть к разнице в 4 часа. То есть для Дамира самое далекое до этого было участие в Казахстане. То есть после Казахстана мы поняли, что мы едем на Азию уже за первым местом. Но вот сказалась именно вот эта вот разница в поясах. То, что у них фактически первая партия началась в 5 часов утра по Москве. То есть к этому надо было привыкнуть, времени не было. Некоторые партии 2 раза в день проходили, поэтому это очень сильно сказалось именно даже вот на самых маленьких, на 8-летних, да, то есть 9-летних. И я думаю, вот это главный фактор. Потому что в плане шахмат он был абсолютно готов.
И, повторюсь, задача была первое место занять. Дамир, давай с тобой немного поговорим. Как тебе самому соревнование? Понравилось все? Да. Что понравилось больше всего? Сам Бангкок? Ну да. Успех? Сам Бангкок. А что тебя больше всего удивило в Таиланде во всей поездке? Ну, то, что такие соперники. Ага. Дамир, вот у тебя там что-то висит, да? Ну, мне медаль. Не видно. Покажи медаль. Ага, какая красивая. Вот все на... Вот так подержи, вот мы нашим зрителям тоже покажем. Очень красивая, пусть все посмотрят. Тигран, скажите, вот Дамир показал стабильно высокий результат во всех 3 видах шахмат. О чем это говорит вот, с вашей точки зрения? То есть это талант или это все-таки результат такой работы совместной с вами, наверное? Ну, это все вместе. Тут надо отметить, что для меня, вот лично как для тренера, самый был нервный турнир — это первенство мира в Казахстане. То есть, когда Дамир фактически из-за перенапряжения не стал чемпионом мира, то есть после этого уже морально было легче смотреть на его выступления в Таиланде. Но в целом мы готовились максимально. Все, что могли, мы сделали. Нам помогал еще гроссмейстер Добров, это надо тоже обязательно сказать. Помогали все, кто может. То есть вся Осетия болела за Дамира, все, кто его знает. Так что тут просто, можно сказать, какие-то спортивные моменты, потому что не всегда даже чемпион мира может показывать стабильный результат. Вот так вот получилось, но мы знаем, что он все, что мог, сделал на данный момент. Владимир Тасултанович, вот расскажите подробнее о вашей деятельности. Как сегодня в целом обстоят дела у Федерации шахмат в нашей республике? Ну, начнем по порядку. Во-первых, у нас команда нашей федерации, она как бы обновилась. Нашу федерацию возглавил новый человек. И благодаря, в первую очередь, усилиям нашего нового президента, федерация как бы заработала с новыми силами, как бы с большим энтузиазмом. Ну, скажу так, что мы поставили очень серьезные перед собой цели. И для достижения этих целей, конечно, нам надо было разработать такой глобальный стратегический план, по которому мы должны будем двигаться и добиться желаемых целей. Ну, скажу такую вещь, что современные шахматы, во-первых, сильно изменились в сравнении, например, с шахматами 20-30 годами ранее. Если шахматы тогда были более академическими, то современные шахматы, они носят иной характер, и подготовка спортсменов, она уже тоже изменилась. Если тогда предполагалось, как бы академическая, опять-таки повторюсь, такая подготовка академическая, то современные шахматисты немного готовятся по-другому. Поэтому и возраст шахматистов сильно помолодел. Вот Дамир яркий пример того, что 8-летний мальчик выступает на таких соревнованиях и такого уровня. Ну, еще фразу добавлю по поводу чемпионата мира, где он выступал, и он был в полшаге от звания чемпиона мира, победителя первенства мира. Ну, вот это в той заключительной партии, где наш Дамир должен был победить, но так сложилось обстоятельство, что он решил подарить полочка. И в итоге ну, не сложилось так, чтобы он стал победителем. Ну, ничего, главное было положено начало вот это. Возвращаясь к тому, что какова вот специфика нашей работы на сегодняшний день. Во-первых, мы должны понимать, что шахматы, чтобы развивать данный вид спорта, ну, это, наверное, любой вид спорта, нужны определенные условия. И мы определили для себя 3 главных условия. Это, во-первых, материально-техническая база. То есть, как и в любом, опять-таки, спорте. Второе, это должен быть, соответственно, подобран хороший тренерско-преподавательский коллектив. То есть все тренера, которые занимаются этим делом, они должны быть в первую очередь профессионалами, а во-вторых, конечно, должны выкладываться и прилагать максимум усилий, чтобы кроме Дамира еще появились у нас новые шахматисты.
Ну и вот третье, я думаю, что это может быть сейчас, может быть, самое главное. Это выработка той системы, той программы, которая нам даст в конечном итоге вот этот наш результат. Ну, сразу говорю, что значит, одних наших таких желаний это мало. Нужны, конечно, резервы хорошие, нужны средства, поддержка должна быть извне. Ну, естественно, благодаря, сегодня, конечно, мы, благодаря нашим спонсорам, тех, которые болеют за этот вид спорта, и тех людей, которым далеко не безразлично, что происходит с данным видом искусства, ну, вот мы как бы двигаемся вперед. За вот буквально вот пару лет, я думаю, что сейчас, наверное, Тигран более конкретно скажет о наших достижениях, но сделали очень многое сделано, и думаем, что это хорошее начало будет иметь свое продолжение. Дамир, а ты вот так положи медаль свою, ты ее устанешь держать. Не, вот так вот. Вот так, на стол. И, кстати, вот, Дамир, хочу еще спросить, а ты не подружился ни с кем на соревнованиях? Нет. Нет? Нет? Ладно. Ну хорошо, ты в следующий раз, когда будешь куда-нибудь ехать, ты мне скажи заранее, я с тобой поеду, со всеми перезнакомимся. Хорошо? Хорошо. Все, договорились. Расскажи, насколько сложной в целом была игра, Дамир. Вот, ты выиграл бронзу, это на самом деле очень хороший результат. И вот мы уверены, что, как и в любом другом спорте, наверное, какие-то небольшие поражения по итогу намного полезнее оказываются, нежели если бы человек и сразу одержал победу. Поэтому вот какие были у тебя впечатления от игры? Ну, впечатления были хорошие. Еще в рапиде по быстрым шахматам у меня в последней партии была выигранная позиция. Тогда бы я входил в тройку, я должен был забирать еще одну медаль. Но я нашел ход, как сделать ничью, и стал четвертым. Ага. Если что, Дамир, я в шахматы не умею играть. Он как в первом случае на чемпионате мира решил подарить полочка, так и во втором раз. Ага. Вы говорите, что было очень много сделано за последнее время. И сказали, как и про тренеров, так хочется здесь просто поговорить про молодежь. Вообще сейчас насколько много детей занимается, или молодежи уже, подростков, шахматами у нас в Северной Осетии? Ну, я вам скажу такую вещь. Я, кроме того, что являюсь вице-президентом, я также являюсь системным администратором, то есть рейтинг-администратором. И все официальные турниры, которые проводятся у нас в республике, я так или иначе провожу вот это вот, как бы отмечаю, сколько людей прибавляется, сколько людей участвуют. Ну, скажу, что уже более 3,5, ну, даже более 4 тысяч, наверное, скорее будет занимающихся, да. Из них, ну, конечно, уровень игры пока оставляет желать лучшего, но, тем не менее, количество шахматистов, которые прогрессируют, их становится все больше и больше. Отмечу, что мы вот буквально второй или третий чемпионат республики проводим, и если брать прошлый чемпионат или позапрошлый, и сегодняшний, это уже другие чемпионаты. Ребята уже намного выросли, они действительно показывают уровень игры значительно выше. Ну и если учесть, что еще несколько лет тому назад мы сильно уступали нашим соседям по округу, то сегодня мы уже занимаем лидирующие позиции. Ну, я говорю, это благодаря той системе, благодаря нашему руководству, благодаря нашему вот этому общему пониманию этой проблемы. И то, что мы прилагаем действительно много усилий, дает свои результаты. Динамика положительная. Да, положительно, однозначно положительно. И вот, опять-таки, Дамир, ну, конечно, благодаря усилиям, во-первых, его тренера, который вкладывает в него огромные силы и знания, и плюс работоспособность этого мальчика, но они дают вкупе этот результат. Так что я думаю, что при новой встрече у Дамира, наверное, уже будут другие результаты. Тигран, а вот скажите, вы побывали, вы посмотрели, да? Мы
понимаем, что в Азии интерес к шахматам, он колоссален. Скажите, было ли что-то, что вы смотрели и понимали, что вот этот пример, этот опыт надо перенимать и применять уже у нас в республике? Вот, кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что, к сожалению, я ни в Казахстан, ни в Таиланд не смог поехать, а с ним ездил исполнительный директор шахматной федерации Цураев Александр. Он сегодня не смог прийти. И я исхожу из его слов, потому что он всегда... Вот Дамир сказал, что он ни с кем не подружился, а вот Александр, наоборот, сказал, что они с Федерацией России в самых тесных связях друг за друга болели, все было там прекрасно. В общем, опыт мы перенимаем у них, но очевидным стало то, что мы даже собственными силами, можно сказать, наша республика, да, по сравнению со странами, что представляет, да, маленький кусочек земли, но мы можем даже так с ними конкурировать. Вот какой мы вывод сделали. И у детей у нас талантов очень много, сейчас подрастает, и мы понимаем, что Дамир в этом плане первопроходец. Тут надо Викторию Кульчиеву сразу вспомнить, которая 3-4 место разделила в Костроме. Потом ей было тяжело, конечно, ей 7 лет было, когда она в Казахстан поехала. Но в целом и Вика, и Дамир, они показывают нашим маленьким детям, 5-летним, 6-летним, 4-летним даже, чего может добиться. Мы сейчас пример ставим, и мы поняли, что мы можем со странами конкурировать. Тут просто даже без помощи российской делегации мы сами вот работали и чего-то добились серьезного. То есть, а если нам еще будут помогать, допустим, серьезно, да, на высоком уровне, то я надеюсь, что у нас будет таких чемпионов именно из Осетии очень много. А мы будем поддерживать и болеть. Да. Вот, Дамир, скажи, а ты шахматами в день сколько занимаешься? Каждый день? Обязательно надо каждый день? Да? Минимум по 6-7 часов в день. Каждый день ты 6-7 часов? А хорошо, а помимо... Дисциплина бьет класс. Ладно. А помимо шахмат ты чем еще любишь заниматься? Школа. И шахматы. Да, школа и шахматы. Тут, кстати, если можно, я добавлю, то, что тренера все, что могут, делают, но я бы отметил и вообще в целом шахматную федерацию. То есть это большое довольно-таки количество людей, которые в него входят, но особенно президент федерации Заурбек Кадиев, который двигает весь этот коллектив. Естественно, Александр Цураев, Владимир Тасултанович, без него бы мы не двигались так, как мы вот сейчас двигаемся. И хотел бы родителей Дамира отметить, особенно его папу, который, являясь военным, создал такую дома дисциплину, что Дамир знает, надо сейчас позаниматься, потом позаниматься, и у него не получится увильнуть. Поэтому тут заслуга и родителей очень большая, его мамы Насти. Так что это общая заслуга всех, вот, кто к Дамиру причастен, кто ему желает добра. И вот вылилось в такие достижения серьезные. Мы сегодня работаем в прямом эфире, и единственное, вот знаете, что бы еще хотелось спросить, какие у вас ближайшие планы? Уже все-таки у нас год заканчивается, итоги мы с вами примерно подвели, а вот дальше, что у вас в планах? Ну вот сейчас год завершается, у нас еще остались 2 календарных мероприятия республики по 2 дисциплинам. Это вот рапид, быстрые шахматы и классические шахматы. Вот. И на Новый год, конечно, у нас очень много, вот как бы мы обозначены, вот, те соревнования, те мероприятия, которые мы должны будем обязательно в них поучаствовать. Но здесь есть одна сложность. И эта сложность, наверное, может быть самая главная. Для того, чтобы прогрессировать в шахматах, вот, давайте для примера я приведу 2 страны. Это вот Индия и тот же самый Узбекистан, который на сегодня гремит. И фактически ведущий шахматист это этих 2 стран. Это в первую очередь Узбекистана, даже я выделю, а потом Индия. И благодаря чему это происходит? Благодаря тому, что у них колоссальная поддержка со стороны органов власти. Поэтому мы должны заручиться и должны получить вот такую поддержку, чтобы мы тоже были вот как бы вот в поле зрения. И вот наши вот эти проекты, мы, конечно, не можем рассчитывать на такие же
как бы вложения, но тем не менее те необходимые вложения, они необходимы, они нужны. Ну, и даже могу озвучить цифру примерно какая, да, порядка 4-5 миллионов рублей хотя бы должно быть. Вот тогда можно рассчитывать на то, что наши дети будут прогрессировать, и у нас наконец появятся в республике и первые гроссмейстеры. Вот. А у нас, кстати, вот наша программа, которая это сделать гроссмейстер. То есть первый гроссмейстер у нас должен появиться уже в какой-то ближайшей перспективе. Но для того, чтобы добиться этой цели, я говорю, это одних наших усилий будет недостаточно, если не будет должной поддержки. Мы очень надеемся, что она будет. Мы же со своей стороны будем всячески помогать и освещать. Спасибо вам большое за то, что вы к нам сегодня пришли. Дамир, тебе поздравляем. Поздравляем, да, и желаем удачи. В следующий раз зови нас с собой. Договорились? Спасибо. Все, отлично. Спасибо большое. Спасибо. Георгий, обсудили сегодня все самое важное, но мне еще хочется кое-что рассказать. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Мать-героиня» Симе Каркусовой из села Рамоново. Награда вручена за большой вклад многодетной мамы в укрепление института семьи и воспитание детей. В семье Каркусовых растут 15 детей. В селе о семье говорят с уважением. Мама Сима всегда была опорой для своих детей и примером для односельчан. Звание «Мать-героиня» — это одна из высших государственных наград для российских женщин, которые посвятили свою жизнь воспитанию большого числа детей. Мы гордимся и восхищаемся. Ну, а сейчас самое время сказать, что завтра вас будут ждать в эфире программы «Яра Штагал Авчахаты Амартин Минутыл Мемкучта Нахашканзашты Ахштяк Фарштатыл Комкома эфира Кашутил Махта Фемболзаштым Тахт. А в 21:00 коллеги из информационного отдела продолжат эфир телеканала с сводкой самых актуальных новостей. Ну и как всегда, оставайтесь с нами и до новых встреч.